В эфире программы «Интервью», с вами Юлия Краснова. У нас в гостях Ринат Рахимов, волонтер, педагог Дома пионеров и школьников Чешминского района Республики Башкортостан, человек, чья помощь фронту – каждодневный кропотливый труд. Ринат, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, расскажите, с чего начался ваш путь волонтера, изобретателя, и как родилась эта идея помогать нашим ребятам на фронте? Желание появилось под Новый год. Какого года? Ну вот, в 23-м году. Решили с родственниками подумать, как же можно помочь бойцам, и в итоге решили как-то их обогреть, согреть. Ну, мысль такая была, как можно больше ребятам помочь. Решили свечи окопные начать делать. И вот с этого все началось. Нашли, кто парафин может нам обеспечить. И поехали к ним, приобрели, решили попробовать. В интернете посмотрели, как это все изготавливается, делается. Это в Чешминском районе? Ну, начали изготавливать в Чешминском районе, да, в Доме пионеров школьников с детьми. Вот, мы попробовали с ними пару банок залить, решили испытать. Нам не понравилось. Все почему-то заливали, на тот период только-только начинали, поэтому особо как бы не было такого стандарта. Улиткой заливали, типа спирали, картон наматывали, и оказывается, он плохо горит, дымит. А мы решили как сейчас все звездой делают же, или крестом картон установили вот банку, и этот дольше. стандарт пошел, да, то есть он горит 6 часов. Банку мы определили, какая банка нужна, именно из-под гороха или из-под кукурузы, идеальная. Эта банка 6 часов горит. То есть можно сказать, что вот стандарты окопных свечей родились в Чешминском районе Республики Башкортостан? Я так думаю, что и это тоже верно, но как-то коллективный разум одновременно все, видимо, так вот подумали, и именно этот стандарт пошел. А тогда мы скидывали в группы по всей России, общались, у кого что как. И вот это очень быстро информация разлетелась. Помогает вот этот обмен опытом между регионами? Конечно, мы вот в группах находимся, эта группа же находится на Дальнем Востоке, где-то в Подмосковье, в Питере, без разницы. И информация моментально расходится. Мы там делимся мнениями, решениями своими, секретами. Ну, как бы секрета уже нету, секрета. Удивительно, да, конечно. И вот оно постепенно у нас как бы идеал получается в итоге. И этот идеал уже вот все изготавливают практически. Ну вот вы сказали, что в этом принимали участие и продолжают принимать участие ваши воспитанники, это школьники. Как вы их приобщаете, какой у них эмоциональный отклик был и не перегорели ли они сейчас? Мы вот за весь этот период, как мы делали, изготовили около 3000 окопных свечей именно с детьми в Доме пионеров. А вот насчет перегорели, нет, конечно, мы продолжаем другие вещи делать. То есть мы переключились с окопных свечей на что-то на другое, нужное, необходимое. То есть вот на данный момент на столе у вас лежат необходимые вещи для фронта. Это вот для саперов щуп. Мы его сейчас с детьми делаем. Это углепластиковый стержень, ручка деревянная, как бойцы сказали, и нужно, чтобы вот на руке держалась или за карабин цеплялась. То есть этим щупом разминируют участки. То есть он короткий, средний и длинный бывает. То есть, под если каждый нужный. Да, обстрелы если происходят, длинный щуп не получится. Там надо именно лежа перед собой идти и прощупывать грунт. Почему именно такой вот материал? Потому что сейчас магнитные мины пошли, и именно нужны то есть другим способом невозможно разминировать. Это пластик? Это не притягивается ничего здесь к магниту, к металлу, поэтому вот именно им очень хорошо прощупывать. Сколько уже собрали таких? Ну, такие мы только начали делать. То есть заказ вот только-только поступил, мы начали делать. То есть у нас заказ на 1000 штук. Можно сказать, что вот в этом процессе активно принимают участие еще и наши военнослужащие. Ребята с фронта говорят, а вот можно ли такую деталь? А потом вы общаетесь и дорабатываете.
Вот именно нам подсказали, что металлическое колечко вот здесь, вот, например, не надо ставить для прочности, например, как на стамесках, чтобы не раскололось. Иначе это может повлиять как-то. То есть боец идет, у него ничего нету, что может сработать на магнит, кроме защиты. И вот он прощупывает. Именно наши вот алкинские ребята запросили такое вот устройство инженерные войска. Мы вот потихонечку делаем по возможности. А вот еще одно приспособление, я-то знаю, давайте зрителям расскажем, для чего это, да. Так, это устройство также с ребятами начали делать. Можно сказать, мы экспериментальный вариант первый сделали, а так это коллективная работа, Пенза, ребята, Уфа и вот Чешмы, как бы разработка общая у нас. И вот мы совместно подобную штуку начали делать. Они нам скинули схему, но сами... Это ребята скинули? Это с Пензы ребята скинули через уфимских. А уфимские попросили меня вот распечатать, изготовить, отлить для эксперимента и отправить на испытание. То есть мы отправили нашему знакомому, Ферзю, позывной Али. И она в хирургических условиях проверила, испытала это устройство. Нам видео прислала, обратную связь, мы аж удивились. Давайте уточним, это для того, чтобы извлекать осколки? Да. Это магнит? То есть усиленный магнит стоит вот здесь вот, нержавеющая трубка и ручка такая удобная. Она именно... На какой глубине можно извлечь? Ну вот на стержень регулируется, можно чуть больше, чуть меньше. Все зависит от того, как хирург будет доставать. То есть достаточно глубоко можно внедриться. Но это все в хирургических условиях делается. Сначала рентген снимается. Это никак не на передовой, конечно, там, при обстреле. И испытали, видео прислали. В стерильных, естественных условиях. Да, его обязательно нужно стерилизовать. Ну как, магнит не выдерживает температуры, поэтому медицинскую перчатку надевают на это устройство, и его не нужно обеззараживать, получается. То есть снял перчатку, и к другому бойцу можно снова перчаткой подходить и извлекать осколки. То есть вот испытали. Такое полезное устройство. Мы таких отправили, если в общей сложности, около 1000 штук. А запрос был на 3000. Но у нас возможности... Не дорабатываете. Возможности у нас не позволяют. Да. И сборы упали, поэтому приходится из того, что есть, вот перспектива собирать. На то, чтобы сделать и выйти на обороты больше, чем 3000, все равно сохраняется. А есть ли какое-то ваше фирменное устройство, которым вы гордитесь? Да, оно есть, но оно здесь не выставлено, и оно не для показа. То есть очень хорошо используется. Я знаю, что вы носилки для транспортировки раненых делали. И да. тоже с ребятами, с передовой вы в контакте, они вам подсказывали, как это доработать. История такая. Нужно было с передовой вытаскивать ребят. И чтобы тележка была такая мобильная, шустрая. Самое оптимальное — это анютка с одним колесом, со складывающейся рамы, то есть носилки. Эту штуку можно легко, достаточно легко довести до линии соприкосновения, скажем, до самих окопов. И оттуда уже прям из окопа через траншею можно ребят вытаскивать на эту штуку. Легкая, маневренная. Она легкая, удобная. 2 человека несут. Нагрузка на человека, на обоих, скажем так, минимальная, по 10%. Остальное на себя колесо берет 80%. Примерно мы так расчеты проводили. И свободно можно, если, конечно, позволяет обстановка, дроны, вывести и раненых, и погибших тоже на такой штуке. Ну вот сейчас, наверное, дроны это 80%. Не буду, я не эксперт в этом, поэтому в любом случае это, наверное, основная часть боевых действий ведется в небе. И сейчас запрос времени на тех, кто защищает небо, на беспилотные войска. Наверняка у вас есть товарищи, которые служат в беспилотных войсках. Вот какими они пожеланиями делятся и вообще насколько, как вы думаете, это важно сейчас, такое подразделение? Ребята есть, конечно, постоянно с ними общаюсь, вот по телеграмму. Если позволяет связь, то я периодически отправляю им запросы, спрашиваю, что нужно, как нужно, там, может быть, что-то, устройство какое-то улучшить, доделать, переделать. И да, они подсказывают, просят вот здесь вот усилить, вот здесь вот убавить там что-то как-то, чтобы
выполнять свои задачи. Иногда и видеоотзывы присылают, но я их никому не показываю. Но обратная связь, она наверняка душу-то греет. Конечно, мы же должны понимать, что мы делаем. И если обратная связь приходит, особенно вот по тележке, так было радостно видеть, что ребят на нашей тележке вытаскивают. Даже девушки умудряются вытащить с передовой на такой тележке. А попробуй на руках пронести вот бойца. Можно сказать, что вы своими руками тоже Да, спасаете вот мы человеческие жизни. 8 штук от группы уже самостоятельно сделали таких тележек. И плюс москвичи нам прислали с других мест, с Туймазов прислали одну тележку, и вот мы их тоже отправили в свое время. А на тот период мы их брали для образца, чтобы попытаться повторить их тележки. Но мы дальше пошли. Мы их упростили, удешевили, а результат тот же остался. Вот так. Ну, а что бы вы могли пожелать молодым ребятам, кто, может быть, тоже рассматривает такое направление помощи людям, изобретения своими руками? Ну, изобретать это очень сложно. Хотя бы делать то, что уже есть. Предлагаю, если есть возможность и время, приобрести 3D-принтер, выйти на нас и начинать вот подобные вещи изготавливать потихоньку именно по запросу ребят, то, что им именно на данный момент нужно. Потому что многие вещи устаревают. Вы в контакте с ребятами, вы знаете, что есть в запросах сейчас, и в Чешминском районе точно, и в каждом районе нашей республики есть волонтерские штабы, которые помогают нашим ребятам на передовой и здесь тоже в тылу. Есть, мы общаемся вот по Чешминскому району, несколько групп, друг другу помогаем, сети, заготовки, нарезаем друг другу, станки, оборудование делаем и делимся. Они к нам приходят, мы к ним. Мы все одновременно заказываем основу для сетей. Вот это все совместно делаем. Если бы в одиночку что-то делать, конечно, не получится. Только совместно, только вот дружно, если за это браться, то да. Мы раньше и фуры отправляли, к сожалению, в данный момент. Больше газелей уже не можем отправить. Но, по крайней мере, эта работа не прекращается, и она будет вестись до победы, и вы уже как одна большая волонтерская семья. Продолжаем в том же духе. Что вам-то помогает не перегореть? Не перегореть, но понимание, что твой труд нужен, необходим. И ты видишь результат своей работы, что действительно вот отправил, пришел отзыв, понимаешь, что он действительно нужен им. И что он спасает вот жизнь. Материал. И, конечно, спасает жизнь. Вот ребята приезжают в отпуск, встречаемся, как братья, как родственники, обнимаемся. Совершенно чужие люди были когда-то. Вот такие чувства. Вот так вот жизнь сводит такими дорогами. И в заключение, какая у вас ваша волонтерская мечта? У всех волонтеров, и у меня, само собой, победа. Вот мы все мечтаем о ней, наконец-то, чтобы перестать делать такие вещи, сети плести. Для фронта. Да, и для фронта. переключиться Конечно, на мирную жизнь. Что-то мирное уже хочется делать. Пчеловодством хочу заняться, наконец-то отложил на 3 года. Хочется своим хобби любимым заняться. Пока некогда, просто не успеваю. Пусть будет так. Я пожелаю и вам, и всем нам нашей долгожданной победы. А вам спасибо большое за труд, успехов, терпения и сил. Спасибо. Все ради победы. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Ринат Рахимов, волонтер из Чешминского района Республики Башкортостан. С вами была Юлия Краснова, это телеканал БСТ. Оставайтесь с нами и до новых встреч.